أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري، يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. Воистину хвала принадлежит Всевышнему Аллаху. Ему мы восхваляем, Его мы просим о помощи и о прощении. Мы прибегаем к Аллаху от зла наших душ и от наших скверных дел. Того, кого Аллах ведет прямым путем, никто не собьет, а кого Он вводит в заблуждение, никто не сможет наставить на прямой путь. Я свидетельствую, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, у которого нет сотоварища. И я также свидетельствую, что Мухаммад его раб и посланник. О те, которые уверовали, бойтесь Аллаха должным образом и умирайте не иначе, как будучи мусульманами. О люди, бойтесь вашего Господа, который сотворил вас из одного человека, сотворил из него пару ему и расселил много мужчин и женщин, произошедших от них обоих. Бойтесь Аллаха, именем которого вы просите друг друга, и бойтесь разрывать родственные связи. Воистину Аллах наблюдает за вами. О те, которые уверовали, бойтесь Аллаха и говорите слово правое. Тогда Он исправит для вас ваши дела и простит вам ваши грехи. А кто повинуется Аллаху и Его посланнику, тот уже достиг великого успеха. А затем, воистину самые правдивые слова — это книга Всевышнего Аллаха. И лучшее руководство — это руководство Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Наихудшее же из дел — это новшество в религии. Каждое новшество — это нововведение, и каждое нововведение — заблуждение, а каждое заблуждение — в огне. А затем, да приветствует Аллах эти благие сияющие лица, которые, клянусь Аллахом, я страстно желаю увидеть. Пусть Аллах очистит эти благородные души, с которыми я давно слился в котле любви ради Аллаха. Да раскроет Аллах эти цветущие души к любви и к исламу. Пусть у вас все будет хорошо, пусть благими будут ваши устремления и пути, пусть вы все подготовите себе место в раю. Я прошу Всевышнего Аллаха, который объединил нас в этом доме, наполненным повиновением к Нему, собрать нас также и в ахирате, вместе с господином проповедников, имамом всех пророков, в Его раю. Воистину Он способен на это и является нашим покровителем. Любимые братья, понимание разногласий. Такое название сегодняшней лекции, которую я даю в прекрасном государстве Алжир. В связи с тем, что эта лекция касается манхаджа, методологии, я разобью свой разговор с вами по этой большой величественной теме на следующие подпункты. Первое — виды разногласий. Второе — причины разногласий. И третье — адабы разногласий. Слушайте и смотрите внимательно. И извините меня за то, что я даю лекцию по манхаджу, потому что мне кажется, так как мне кажется, вы ожидали лекцию про что-нибудь, что смягчает сердца. Но я знаю, что люди могут присутствовать на подобной лекции, а потом все забыть. А манхадж нуждается в исправлении и детальном изложении. В чем соизволение Аллаха будет польза? Хотя я и не умаляю значения лекций, смягчающих сердца. Мы крайне нуждаемся в том, чтобы заложить и укрепить основы, достичь веры, а также смягчить свои сердца. Я прошу Аллаха наделить вас и меня иманом и мягкосердечием. Воистину, Он властелин над этим и способен это сделать. И первое, о чем хотелось бы поговорить — виды разногласий. Разногласия бывают двух видов. Разногласия в основе религии и разногласия во второстепенных вопросах и положениях. И первый вид разногласия — это противоречия в основе религии. Они имеются в виду слова Всевышнего Аллаха. Однако они не перестанут вступать в противоречия, за исключением тех, над кем смилостивился твой Господь. Он сотворил их для этого. Сказал имам Аш-Шатиби, да помилует его Всевышний Аллах, в одной из своих интересных книг.
Порицаемые противоречия в этом аяте, согласно общему мнению ученых, это противоречие относительно основ религии. Это противоречие относительно основ религии. Что же касается противоречий во второстепенных и дополнительных вопросах, то, как я объясняю, они приемлемы и допустимы. Подобные противоречия и разногласия происходили даже среди сподвижников, да будет доволен ими всеми Аллах, которые были людьми, которым Аллах проявил свою милость. Что касается противоречий в основе религии, то, как считают ученые Ахли Сунна, это порицаемые противоречия. Люди, уважаемые братья, делятся на 3 вида: верующие, неверующие и лицемеры. Что же касается верующих, да сделает Аллах нас и вас из их числа, то их меньше всего по численности, и они получат самую большую награду. Их меньше всего по численности, и им будет самая большая награда. Малочисленность верующих по сравнению с кафирами – это вселенная, предопределенная истина, о которой упоминается в Коране и Сунне. Всевышний Аллах сказал: большая часть их верует в Аллаха, приобщая к Нему сотоварищей. Также Он сказал: если ты станешь повиноваться большинству тех, кто на земле, то они собьют тебя с пути Аллаха. Также Он сказал: но уверовали вместе с Ним лишь немногие. Всевышний Аллах говорит: но среди моих рабов мало благодарных. А также Всевышний Аллах сказал: кроме тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, но таких мало. И как же много подобных аятов. У Бухари и Муслима приводится хадис от Ибн Масуда, да будет доволен им Аллах, который сказал: однажды мы были вместе с посланником Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, в шатре. И пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал своим сподвижникам: довольны ли вы тем, что вы будете четвертью обитателей рая? Они ответили: да. Он спросил: а будете ли вы довольны тем, что будете составлять половину всех обитателей рая? И мы сказали: да. То есть пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: будете ли вы довольны тем, что вы будете составлять половину обитателей рая? И мы сказали: да. Тогда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: клянусь, чьей длани моя душа, я надеюсь, что вы будете составлять половину обитателей рая, потому что в рай зайдет только верующая или мусульманская, то есть покорившаяся душа. И вы, по сравнению с многобожниками, подобны белому волоску на шкуре черного быка или черному волоску на шкуре красного быка. И таким образом многочисленность верующих – это предопределенная Аллахом истина, доказанная по Корану и Сунне. Верующих на земле меньше всего. И это первый вид людей – люди веры. Я расскажу о ней вкратце, потому что не хочу отвлекаться от темы нашего разговора. Иман правдивых верующих людей из Ахли Сунна – это слова и дела. Аль-Бухари составил в своем сахихе целую главу под названием «Иман – это слова и дела». И он может увеличиваться и уменьшаться. Слова языком, убеждения в душе, дела, осуществляющиеся органами тела. Иман увеличивается через повиновение и поклонение и уменьшается через грехи. И об этом можно рассказывать подробно, но не сейчас. У нас просто не хватит на это времени. Второй же вид людей – это кафиры, неверующие. И их на земле большинство. Ля иляха илля. Если ты станешь повиноваться большинству тех, кто на земле, они собьют тебя с пути Аллаха. Большая часть их верует в Аллаха, приобщая к Нему сотоварищей. Кафиров на земле большинство, и нет силы и мощи ни у кого, кроме как у Аллаха. Они совершили самое гнусное и ужасное преступление в праве Аллаха. Это неверие и ширк. Всевышний сказал: воистину Аллах не прощает, когда к Нему приобщаются товарищи, и прощает все остальные грехи, кому пожелает. Самый тяжкий грех – это куфр, это неверие и многобожие. Поэтому Аллах предостерегает от него предводителя единобожников и господина посланников, да благословит его Аллах и приветствует, говоря: тебе и твоим предшественникам уже было внушено: если ты станешь приобщаться товарищей, то тщетными будут твои деяния. Ты непременно окажешься одним из потерпевших убыток. Поклоняйся же одному Аллаху и будь в числе благодарных. Имам Муслим передает хадис от Джабира ибн Абдуллы, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: тот, кто умрет, не приобщая никого и ничего в сотоварищи Аллаху, попадет в рай. Тот же, кто умрет, приобщая к Аллаху сотоварищей, попадет в ад. Бухари и Муслим приводят
приводит хадис от Усамы ибн Сабита, да будет доволен им Аллах, о том, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, кто засвидетельствовал, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, у которого нет сотоварища, и что Мухаммад посланник Аллаха, и что Аиса, раб Аллаха и его посланник, его слово, которое он ниспослал Марьям, и дух от него, и что рай – это истина, и ад – истина, Аллах ведет его в рай. В риваяте Итбана ибн Малика говорится, что Аллах сделал запретным для огня того человека, который говорил «Ля иляха илля-Аллах», стремясь только к лику Аллаха. Второй вид людей – это неверующие, кафиры. Что же касается третьего вида, это лицемеры. Лицемерие бывает двух видов. Лицемерие большое, связанное с вероубеждениями. И это то, когда человек показывает свой ислам и иман своим языком, скрывая при этом в своем сердце куфр. Это отвратительный лицемер окажется на нижайшей ступени огня. Всевышний Аллах сказал, «Воистину лицемеры окажутся на нижайшей ступени огня». Лицемерие – это опасная болезнь. Она еще хуже, чем изначальный куфр. Потому что настоящего кафира, который ясно выражает свой куфр, верующие знают и готовятся, чтобы защититься от него. А что же касается лицемера, который показывает, что он мусульманин и верующий, скрывая в душе своей куфр, то зло от него гораздо больше, а опасность серьезнее, потому что он входит в ряды мусульман, делает с ними намаз, показывает, как он держит пост. Он даже может участвовать на газаватах и в сражениях, получая вместе с другими трофеи, присутствует вместе с мусульманами на собраниях людей, но зло от него больше. Поэтому мой любимый шейх Ибн Аль-Каим говорит, Аллах упомянул в суре Бакара 3 вида людей: верующих, кафиров и лицемеров. Верующих он упомянул в 4 аятах, кафиров в 2 аятах, а лицемеров в 13 аятах. И все это из-за опасности лицемерия, порочности лицемеров и их большого количества. Хузейфа ибн Аль-Яман сказал о том, что когда он услышал человека, который делал дуа Аллаху об уничтожении лицемеров и освобождении земли от их зла, Хузейфа сказал ему: если лицемеры погибнут, то вы почувствуете себя одинокими на дорогах. Если лицемеры погибнут, то вы почувствуете себя одинокими на дорогах. То есть верующий почувствует одиночество из-за того, как мало людей будет на наших улицах и дорогах, потому что оставшихся верующих будет очень мало. Лицемерие бывает 2 видов. Большое лицемерие, касающееся вероубеждений, и малое лицемерие, связанное с делами. И малое лицемерие имеет 5 характерных особенностей, которые получили из 2 риваятов от Абу Хурейры и Абдуллы ибн Амра. И эти 2 риваята находятся у Бухари и Муслима. Что касается первого риваята от Абу Хурейры, передается, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: признаков лицемеров 3. Если он говорит, то лжет, если дает обещание, то нарушает его, а если ему что-то доверили, то он предаст. В риваяте от Абдуллы ибн Амра говорится: если у кого-либо из вас есть 4 из этих вещей, то он будет полным лицемером. У кого же будет одно из этих свойств, он будет иметь качество лицемера, пока не оставит это. Если он говорит, то лжет, если ему кто-то доверяет, то он предает. Если он заключает договор, то поступает вероломно, а когда ведет тяжбу, то поступает незаконно. Таковы виды людей. Первое разногласие, которое порицают как в этом, так и в следующем мире, это разногласие в основе религии. Это разногласие тех людей, которые вступают в противоречие с верующими, те, кто противоречит верующим, правдивым людям. И это коротко о первом виде разногласий. Что же касается второго вида разногласий, то это разногласия во второстепенных вопросах. Среди мусульман это разногласия по вопросам шариатских положений и хукмов. И, к большому сожалению, наши любимые братья, которые придерживаются одного и того же манхаджа, часто вступают в спор, пререкания, во вражду и отделяются в отдельные группы. Братья, которые следуют одному и тому же манхаджу, ведут споры друг с другом. И все это по причине того, что они не знают фикх, этого вида разногласий. Из-за этих разногласий по разным вопросам происходят разрывы отношений и даже обвинения других в неправильных намерениях. Да, даже обвинения в неправильных намерениях. То есть деление на группы, волнение, споры и прения приводит не просто к разрыву отношений,
но и к обвинениям, касающихся слов и дел, и даже их намерений. Поэтому шейх аль-Ислам ибн Таймия говорил, разногласий относительно шариатских положений больше, чем их можно точно определить. Разногласий относительно шариатских положений больше, чем их можно точно определить. И если каждый раз, когда двое мусульман разногласят о чем-либо касающемся шариатских ахкамов, они будут разрывать отношения, между мусульманами не будет братства. Эти слова писались слезами плачущих от смиренности перед Аллахом глаз. Эти слезы для меня дороже, чем золотая вода. Он говорит, разногласий относительно шариатских положений больше, чем их можно точно определить. И если каждый раз, когда двое мусульман разногласят о чем-либо, касающемся шариатских ахкамов, они будут разрывать отношения между собой, между мусульманами не будет братства. Пойдем же со мной, чтобы вместе со мной посмотреть на причины этих разногласий, чтобы после этого с твоими братьями и любимыми тебе людьми не случались подобные разногласия, относящиеся к второстепенным вопросам, по вопросам шариатских положений и личного мнения, иджтихада. И если мы посмотрим на вопросы единогласного мнения ученых, например, Ибн аль-Мунзира, да помилует его Аллах, то увидим малое количество страниц, посвященное этой теме. И если же мы посмотрим на вопросы разногласия в книгах по фикху, то обнаружим огромные тома, целые книги. И если бы Аллах, свят Он велик, пожелал, то сделал бы шариат однозначным. Это халал, это харам, халяль, харам. Если бы Аллах захотел, то Он сделал бы шариат таким. Он бы именно так и сделал. Так в чем же причина разногласий? Это второй вопрос сегодняшней лекции. И я прошу прощения за то, что так кратко все это рассказываю, и за сложность этой темы. Но на самом деле тема очень важна. Первая причина разногласий – это человеческая природа. Среди всех этих тысяч людей, которые сейчас сидят передо мной, в этой благословенной мечети, мечети Али ибн Аби Талиба, да будет доволен им Аллах, в алжирской столице, среди всех этих людей не найдется двоих, которые похожи друг на друга во всем. Это невозможно. Человеческая натура разная. Все люди, без исключения, отличаются друг от друга по своему внешнему виду, цвету кожи, способу мышления, даже по своим отпечаткам пальцев, по голосу. На всей земле не найдется двух людей, чьи отпечатки пальцев абсолютно идентичны. Также на всей земле не найдется двух людей абсолютно с одинаковыми голосами. Такова человеческая природа. Человеческая природа – это основная причина разногласий. Аллах сделал это различие в природе людей одним из своих знамений, которое указывает на свободу Его мощи и полноту и совершенство Его воли. Вдумайся вместе со мной в слова Всевышнего Аллаха в суре Рум. Среди Его знамений. Среди Его знамений. То есть те знамения, которые можно увидеть и над которыми можно задуматься. Среди Его знамений сотворение небес и земли и развлечение ваших языков и цветов. Развлечение ваших языков и цветов. Воистину в этом знамение для обладающих знанием. Это различие – одна из причин противоречий. Это различие в природе. Мой любимый шейх Ибн аль-Каим, да помилует его Аллах, говорил, значение слов бывает двух видов. Значение слов бывает двух видов. Истинное и значение дополнительное. Что касается истинного значения, то оно относится к намерению и умыслу говорящего. Когда я говорю, я точно знаю, что я имею в виду. Когда ты говоришь, ты тоже точно знаешь, что ты имеешь в виду и что ты подразумеваешь под своими словами. Что же касается второго значения слов, то это дополнительное значение, которое привязывается к тем, кто его услышит, и отличается из-за различия тех, кто его слушает на этой земле. Когда я приехал в этот раз, я видел некоторых наших братьев-журналистов, которые истолковали мои слова неверно и написали то, чего я не говорил. Но это то, как они поняли. Поэтому я скажу, не слушай обо мне и не читай ничего обо мне, не слушай меня. Не слушай обо мне ничего и не читай обо мне ничего. Слушай меня. Послушай, как я все это говорю.
Слушай, как это говорю я, потому что по милости Аллаха я понимаю каждое слово, которое я говорю. И по милости Аллаха я согласую его с Кораном и Сунной. Журналист может не знать все эти тонкости. И новость у журналистов, она ведь не такая. Ну, как, например, собака укусила человека. Нет, они напишут, что человек укусил собаку, чтобы возбудить интерес. Однако это недопустимо в делах шариата. Это недопустимо в детальных научных делах. Я советую всей нашей молодежи, чтобы она лично слушала ученых. Потому что если они не будут этого делать, это станет одной из причин расширения пропасти, разногласия и разделения на джамааты. Человек может услышать слово, не будучи уверенным, а сказал ли я так на самом деле, и будет повторять его, хотя, может быть, эти слова не говорил ни один из наших шейхов, и ни один алим, и из-за этого увеличивается пропасть между учеными и нашей молодежью и детьми, и нет силы и мощи ни у кого, кроме Аллаха. Я скажу так, дополнительный смысл слов – это то, как их понял слушатель, и он отличается настолько же, как и отличаются между собой все слушатели. У одного человека может быть свое понимание, возможности, у этого человека свой разум и определенные возможности к пониманию и осознанию, и так далее и тому подобное, а у другого они могут отличаться. Таким образом, понимание этого слушающего человека отличается от понимания другого слушающего, и это все зависит от милости Аллаха, которую Он проявляет каждому из нас. Итак, человеческая природа – это одна из причин разногласий ученых и мусульман. Второе, и послушай меня сейчас внимательно, недонесение доказательства. Вторая из причин – это недонесение доказательств. Так что же это значит? Ученые имеют разногласия по какому-либо вопросу, потому что до кого-то из ученых не дошел далиль. Просто не дошел. Сказал шейхуль ислам ибн Таймия, кто решил, что каждый достоверный хадис достиг каждого имама, тот ужасно ошибся. Какой-либо из наших имамов может такое быть? А ведь имамы стоят во главе нас. Я искренне предостерегаю нашу молодежь от того, чтобы они порочили наших ученых или поносили благородных имамов. Потому что в наши дни от молодежи я могу услышать такие вещи. Да кто такой Ибн Хаджар? Кто такой Ибн Заллат? Кто вообще этот такой Ибн Баз, Ибн Газ? Это невоспитанность и причина неудачи и поражения. Сказал Хафиз Ибн Асакир, знай, мой брат, да приведет тебя и меня Аллах к своему довольству. И пусть Аллах сделает нас из числа тех, кто боится Его истинной богобоязненностью. Знай, что мясо ученых отравлено, и то, что обычно Аллах разоблачает людей, порочащих ученых, известно, и что сердце того, кто направил свой язык против ученых, пороча их и порицая, Аллах умертвит еще до его смерти. Остерегайся того, чтобы порочить ученых и больших имамов. Это не значит, что мы поклоняемся ученым или имамам. Нет, мы им не поклоняемся. Мы поклоняемся только одному Аллаху, у которого нет сотоварища. Мы идем за доказательствами, куда бы они нас ни привели. Если какой-то из больших имамов, как имам Абу Ханифа, да помилует его Аллах, и он один из больших имамов Ахли Сунны, как сказал шейхуль ислам, некоторые люди обвинили имама в том, что он мурджиит. Если имам сказал, например, что женщина, которая была замужем, дозволяется выдать замуж саму себя без разрешения ее опекуна, проводя аналогию с независимостью женщины при договоре о покупке и продаже, мы не принимаем это мнение. Но вместе с этим мы хорошо думаем об имаме. Мы скажем, что его мнение представляет собой неверную аналогию, потому что это неправильная аналогия. Аналогия с текстом. Это что же получается, Ибн Хасан? Значит, ты знаешь хадисы, а имам не знал? Я же всего лишь навсего сказал, что далил не дошел до имама,
Мы не умаляем его достоинства. Напротив, я скажу вам как можно громче. Многие пророческие хадисы не доходили даже до сподвижников пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Я объясню. Тот текст, который не дошел до имама, был такой. Какая бы женщина не выходила бы замуж без разрешения ее опекуна, ее брак недействителен. Недействителен, недействителен. Есть другой хадис. Нет никаха, кроме как с вали, с опекуном. Хорошо. А что же ты тогда скажешь на хадис посланника Аллаха в Сахихе Муслима? Бывшая ранее замужем женщина должна иметь право решить сама за себя, тогда как у девственницы нужно спросить согласия на замужество. И знак ее согласия – это молчание. Что же ты ответишь на этот хадис? Ответ очевиден. Как сказало большинство ученых, хадис «женщина, побывавшая замужем, имеет на себя больше прав, чем ее опекун», означает, что если ее опекун насильно выдает ее замуж, а она откажется вступать в брак, то брак будет отменен. Так же, как пророк, да благословит его Аллах и приветствует, отменил замужество Аль-Хасны бинт Хидам, когда ее отец выдал ее замуж без ее согласия. Она пожаловалась пророку, да благословит его Аллах и приветствует, и он аннулировал этот брак. И таким образом далил мог не дойти до какого-либо из имамов. Не все доводы доходили до сподвижников. Вот вам доказательство. Вы все помните тот случай, когда в Шаме была чума. И относительно нее между лучшими сподвижниками возникли разногласия. Они разделились на две группы. И во главе каждой группы стояло по великому сподвижнику. Во главе первой группы был Умар. Аллаху Акбар. А во главе второй группы находился Абу Убейда ибн Джаррах. Более того, Умар ибн Хаттаб собрал самых ученых сахабов из числа мухаджиров и ансаров. Так в чем же было дело? В чем проблема? Когда Умар ибн Хаттаб с большой группой сподвижников прибыл в Шам, то услышал о чуме, которая началась там, и ставшей известной под названием чума Амвас. Она случилась в 18 году по хиджре и убила Муаза ибн Джабаля, Абу Убейду и большое количество сподвижников пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Когда Умар услышал о чуме, он остановился и отказался входить в земли Шама. Об этом услышал Абу Убейда. Пошел к нему и сказал: «Неужели ты убегаешь от предопределения Аллаха, о повелитель правоверных?» Тогда Умар сказал ему свои прекрасные слова: «Да, мы убегаем от предопределения Аллаха к предопределению Аллаха. То есть мы убегаем от предопределения Аллаха в болезни к предопределению Аллаха в благополучии». Среди сахабов произошло разногласие. Одна группа говорила: «Давайте зайдем в Шам», а другая говорила: «Не зайдем». Аллаху Акбар. Так продолжалось, пока не пришел Абдурахман ибн Ауф, да будет доволен им Аллах, и не сказал этим группам: «Я слышал, как посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал». И хадис приводится у Бухари и у Муслима: «Если вы услышите о чуме в какой-то земле, куда вы еще не зашли, то не заходите туда. И если же чума началась на какой-то земле, где вы находитесь, то не выходите из нее, убегая от чумы». И что, Умар не слышал этот далил? Нет, не слышал. А Абу Убейда тоже не слышал. Абу Муса аль-Ашари, Муаз ибн Джабаль, Абдулла ибн Умар, Абу Хурейра, Абдулла ибн Амр. Неужели все эти великие сподвижники не слышали этот далиль? Нет, они его не слышали. Поэтому среди них произошло разногласие. Таким образом, недонесение далиля – одна из причин разногласий. Третье – противоречие между учеными в понимании далиля. И это также одна из причин разногласий. Разногласие в понимании далиля. Далиль может быть одним и тем же. Кто наблюдал за тем, что происходило в Хиджазе, то он должен был заметить, что люди там кладут руки на грудь после того, как поднимаются с руку, поясного поклона. Но кто был в Шаме, замечал, что там люди так не делают.
а иногда даже делают нововведения. И довод, который используют две эти группы, один и тот же. Однако, произошло разногласие в понимании этого далиля. Вернитесь к сподвижникам, чтобы не думать, что подобного не происходило в их среде. Тогда как учитель был всего лишь один, это пророк, да благословит его Аллах и приветствует. И он был самым красноречивым, кто когда-либо говорил на арабском языке. Вместе с этим среди сахабов случались разногласия, связанные с разными пониманиями далиля. У Бухари и у Муслима приводится хадис, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Пусть никто из вас не совершает послеобеденный намаз, кроме как у Бану Курейзы. Пусть никто из вас не совершает намаз аср, кроме как у Бану Курейзы». Это очень понятный довод, но после этого среди сподвижников произошло разногласие. Одна группа прочитала намаз аср по дороге, когда наступило его время. Другая же группа сказала: нет, мы будем читать намаз только тогда, когда дойдем до Бану Курейзы, даже если время намаза уйдет. Так и получилось. Они отложили намаз до тех пор, пока его время не вышло. И хотя довод был четким и ясным, они поняли его по-разному. И я спрашиваю моих любимых братьев, порицал ли пророк одну из этих групп? Приказал ли он одной из этих групп сделать намаз заново, потому что их намаз был неправильным? Нет. Послушай. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, собрал два ряда, две эти группы, собрал их вместе в один ряд и сразился вместе с ними с Бану Курейза. Задумайтесь над этими словами и запомните их, так как яснее, чем сейчас, я уже не скажу. Слова понятные. Пророк не высказывал порицания ни одной из этих групп. Ни одной из этих групп пророк не приказал сделать намаз заново по причине недействительности их намаза. Нет. Он собрал две этих группы вместе в один отряд и сразился вместе с ними с Бану Курейза. Он сразился с ягудами. Довод был понят по-разному, и примеров тому очень много. Четвертое. Забывание довода. Я могу забыть далиль и вступить с тобой в конфликт. Или ты можешь забыть довод, и между нами возникнет разногласие. В этом нет ничего зазорного, когда ученый забывает что-то. И велик тот, кто не забывает ничего, у которого нет сотоварища. Мой Господь не ошибается и не предает забвению. И даже то, что касается пророка, то даже он забывал. О, шейх Мухаммад, побойся Аллаха. Пусть Аллах сделает нас и вас из числа богобоязненных. Неужели ты говоришь, что пророк забывал? Да, вот хадис, который имеет высочайшие степени достоверности. Любимый пророк говорит: «Воистину я человек, подобный вам. Я забываю так же, как и вы». Я забываю так же, как и вы. А в риваяте Ахмада, в Суннане Ибн Маджа и Термизи с достоверным иснадом передается, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, однажды делал намаз и забыл один аят из священного Корана. А ведь он был тем, кто принимал Коран из уст Джибрииля. От Джибрииля он забыл аят. Да, когда он завершил свой намаз, ему напомнили об этом, и он спросил у Убей ибн Кааба: да будет доволен им Аллах: делал ли ты намаз вместе с нами? Он ответил: да. И пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал ему: почему ты не напомнил мне об этом аяте? Затем он сказал, как приводится в риваяте Бухари, о котором я говорил выше: воистину я человек, подобный вам. Я забываю так же, как и вы. Забывание довода – это одна из причин разногласий между учеными. Пятое. Отсутствие знаний об отмене довода. Незнание о том, что далиль был отменен. Далиль может быть отменен, но при этом группа людей может не знать об этом. Поэтому я говорил, что наука об отмененном и отменяющем – это одна из самых главных наук для тех, кто берется за издание фетв для людей. Тому, кто возьмется издавать фетвы, необходимо знать язык, знать Коран, сунну, далили, степени далилей, их предметность, изучение, пересмотр и объяснение их предметности. Также он должен знать, что такое абсолютное и ограниченное, краткое и разъясненное, общее и частное, отменяющее и отмененное, правила исправления ошибок и вреда, знать о соблюдении пользы и вреда. Фетву издать не просто так. По этой теме я написал 2 книги. Шар-Шарнат, Акаль Аль-Бад, про то, как быстро и неправильно человек стал муфтием.
Это непозволительно. Тот, кто берется за издание фетв, должен знать все, что я перечислил выше. А иначе, пусть Аллах помилует Малика и будет доволен Маликом ибн Анасом, имама Даруль-Хиджры, который сказал: если ученый будет пренебрегать словами «я не знаю», ему будет нанесен смертельный удар. Если ученый будет пренебрегать словами «я не знаю», ему будет нанесен смертельный удар. Довод может быть отмененным, и доказательств на это также очень много. Например, в Сахихе Муслима передается от Муавии бин аль-Хакама ас-Сулями, да будет доволен им Аллах, что он сказал: в один из дней я молился вместе с пророком, да благословит его Аллах и приветствует. И один человек чихнул. И я сказал ему: «Ярхамук Аллах». И это было во время намаза. Он сказал ему эти слова, когда делал намаз. Он не знал, что этот хукм был отменен. Он не знал. И сказал: «Да помилует тебя Аллах». Муавия продолжил. И люди посмотрели на меня. То есть они гневно посмотрели на него. И он сказал во время своего намаза: «Почему вы на меня смотрите? Что уставились?» И продолжил. Люди стали стучать руками по бедрам, чтобы я замолчал. И я замолчал. Послушай, что он говорит дальше. Когда же пророк закончил свой намаз, да будут мои отец и мать выкупом за него, я не видел еще до него и после него учителя, который был бы лучше, чем он. Клянусь Аллахом, он не обидел меня, и не побил меня, и не обругал меня, а сказал: в намазе недопустимы людские речи. Намаз – это тасбих, прославление Аллаха и чтение Корана. Между Муавией и сподвижниками произошло разногласие. Они гневно смотрели на него, потому что он не знал, что хукм был отменен. Также в Сахихе, даже в 2 Сахихах передается, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Я запретил посещать вам кладбище, но теперь вы можете их посещать. Воистину, они напоминают вам об ахирате». И отмена бывает разных видов. Бывает отмена одних аятов Корана другими. Бывает отмена сунны Кораном, отмена одной сунны другой. И время не позволяет мне привести примеры на каждый случай. Итак, отсутствие знаний об отмене довода – тоже одна из причин разногласий. 6 и последнее. К причинам разногласий относятся отсутствие исследования и изучения довода. И я прошу нашу молодежь внимательно меня послушать. От студентов я прошу, чтобы они сконцентрировались. Не исследовать далиль. Этот вопрос – один из самых опасных вызовов, который брошен сегодня нашей исламской молодежи. Неизучение предметности доводов. Что из них общее, а что частное, чтобы правильно связывать существующие тексты с реальными событиями. Мой любимый шейх Ибн аль-Каим сказал: ученому или муфтию не дозволено издавать фетву по любому вопросу, не имея знаний о 2 вещах. Первое – это понимание реальности, а второе – понимание того, что необходимо в этой реальности. То есть понимание шариатского довода, действие которого распространяется на изучаемый вопрос. И это ученые называют тахкики аль-манат. Имам Ахмад привел в своем муснаде, а Ибн Маджа в Суннане. Хадис от Джабира ибн Аббаса, да будет Аллах доволен всеми сподвижниками посланника Аллаха. Этот хадис шейх Альбани и другие назвали достоверным, Сахих аль-Джами. Для тех, кто хочет прочитать его вечером, он находится во 2 томе Сахих аль-Джами. Ибн Аббас и Джабир, да будет доволен ими Аллах, сказали: мы вышли в поход, и в одного из наших людей попал камень, который разбил ему голову. Затем у него случилась полюция. Слушайте внимательно, юноши. Мы вышли в поход, и на одного из наших людей упал камень, который разбил ему голову. А затем у него случилась полюция. И он просил своих товарищей: знаете ли вы облегчение для меня? Могу ли я совершить обтирание песком, таяммум, так как вода холодная, на улице холодно, голова разбита, он ранен, течет кровь. Если он возьмет полное омовение, то может заболеть и умереть. Но при всем при этом есть вода. Он спросил: могу ли я совершить обтирание песком? Он потерял полное омовение и хочет избавиться от состояния осквернения. Они сказали: мы не знаем для тебя никакого облегчения, так как у тебя есть возможность умыться водой. Сам довод правильный. Если есть вода,
то обтирание песком становится недействительным. В этом нет разногласий. Это абсолютно правильный далиль. Но послушай, что было дальше. Затем человек искупался и умер. И что же на это сказал пророк, да благословит его Аллах и приветствует? Он сказал: они убили его, да убьет их Аллах. Они убили его, разрази их Аллах. В другом риваяте говорится: да убьет их Аллах. Неужели они не могли спросить, если сами не знали? Воистину лекарство от невежества – это только вопрос. Таково невежество, Аллаху Акбар. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, делает дуа против них и говорит, что они убили его. Он выносит решение, что они его убили. Они убили человека своим невежеством. Они убили его из-за того, что не понимали далиль. Из-за того, что не знали, как нужно исследовать предметность этого довода. Они убили его, разрази их Аллах. Неужели они не могли спросить, если сами не знали? Они ведь дали ему фетву, приведя достоверный и правильный довод. Слушайте внимательно, о требующие знания. Довод – это не предел знания. Я повторю еще раз. Далиль – это не предел знания. Даже если довод ясный, взят из Корана или из достоверной сунны. Поэтому я вижу, как наш имам Бухари, составляя в своем сахихе главу в разделе «Знания» под названием «Глава о понимании в знании». И я бы хотел посвятить целую отдельную лекцию о понимании в знании. Так вот, он говорит: глава о понимании в знании. Довод – это не предел знаний. Необходимо понимать сами знания. Необходимо понимать далиль, его степени и изучение доводов и его предметности. Они убили его, да убьет их Аллах. Неужели они не могли спросить, если сами не знали? Воистину лекарство от невежества – это только вопрос. Я скажу вам, уважаемые братья, следующее. Они дали ему фетву с общим доводом, а не частным. Таким образом они убили человека. Знали ли вы, что тот, кто убил Усмана ибн Аффана, да будет доволен им Аллах, говорил: я пронзил Усмана 9 раз, 6 раз за то, что было в моей груди против него, а 3 раза за Всевышнего Аллаха. Этот мерзкий преступник, он говорил, что убил Усмана за Всевышнего Аллаха. Ля хауля ва ля куввата илля билля. Они привели общий далиль в частном случае, тем самым убив человека. Одна девушка пришла с вопросом к имаму Ахмаду. Что же она ему сказала? Она сказала ему: имам, мы сидим на крыше нашего дома, чтобы прясть под светом, который исходит от луны. Иногда мимо нас проходят военные, которые держат факелы. И эти факелы нам сильно светят. Можно ли нам прясть при свете факелов военных султана? Вы понимаете вопрос? Оценили ли это благочестие и богобоязненность? Она не спрашивает о халяле или хараме. Она переходит эту степень к степени богобоязненности. Она сомневается просто из-за того, что мимо проходят военные, несущие факелы. И эти факелы светят на них, пока они пряли шерсть. Она спрашивает, можно ли нам прясть под светом этих факелов? Или ждать, пока пройдут военные, чтобы мы опять пряли под светом луны? Имам, факих, просил ее: кто ты? Она ответила: я сестра Бишра аль-Хафи. Имам сказал им: из вашего дома исходит богобоязненность, и вам это не дозволено. Если бы его спросил Мухаммад Хасан, то он бы, наверное, ответил ему: ты можешь прясть с утра до вечера. Нет проблем. Но в том случае была степень богобоязненности. Да дарует нам Аллах богобоязненность. Таким образом, неисследование предметности далилей – один из самых опасных вызовов, которые только бросаются исламскому движению в наши дни. И третья подтема – каковы адабы разногласий. Если ты узнал о причинах разногласий, после этого ты должен узнать и об адабах, и об этике разногласий, и дать обет твоему Господу измениться. Все слова, которые ты слышал этим вечером, будут аргументом против тебя или за тебя. Я прошу Аллаха, чтобы они были аргументом в твою пользу, а не против тебя, и в мою пользу, а не против меня. Первый из этикетов – это уважение мнения того, кто противоречит тебе.
Следуя словам имама Аш-Шафии, мое мнение правильное и может нести в себе ошибку, а мнение другого неверно, но может нести в себе правильность. А мы все говорим, мое мнение правильное, нет в нем ошибки. А тише, шейх, аккуратней. Ты же не пророк, который не говорит по своей прихоти. Мой язык, язык многих наших братьев говорит, мое мнение правильное и нет в нем ошибки. Мнение другого неправильное и нет в нем правды. Клянусь Аллахом, я видел собственными глазами книги, составитель которых продолжает говорить об одном известном джамаате. Он говорит, и такой-то джамаат. Я не люблю увеличивать раскол между нашими братьями. Я прошу Аллаха объединить наши ряды и привести к согласию наши сердца. Поистину, Он может сделать это. Он говорит буквально так. Только такой-то джамаат на истине, все же остальные джамааты на лжи. Тогда как Всевышний Аллах сказал, что может быть за истиной, кроме заблуждения? Что это? Что это такое? Ты свидетельствуешь об этом? Ты как тот человек, который сидит за чашкой кофе, не сделал ни обеденный, ни послеобеденный, ни вечерний, ни ночной намаз. К нему приходят и спрашивают, почему ты не делаешь намаз? А он отвечает, Аллах не возлагает на человека сверх его возможностей. Что это? Уважение мнения оппонента. Если ты сейчас понял, что разногласия касаются второстепенных вопросов, вопросов шариатских положений, а мы сейчас об этом говорили, то вы осознали, что подобное разногласие допустимо и приемлемо. Я скажу, то если сегодня замолчать те, кто не знают, разногласия прекратятся. И запомните эти мои слова. Если будут молчать те, кто не знают, разногласия прекратятся. Разногласие увеличивает тот, кто не знает. Это тот человек, который не знает причин разногласий. Это тот, кто не знает адабов разногласий. Он ничего не знает о понимании разногласий. Поэтому наши ученые говорили, тот, кто не знает вопросов разногласий, он даже не ощутил запах фикха. Нет такого фикха, который говорил бы по вопросам шариатских положений, есть только одно мнение. Подожди, шейх, нет такого, чтобы по вопросам ахкамов или во второстепенных вопросах было только одно мнение? Но ведь истина может быть только одна, это бесспорно. Но нет такого, что можно было бы назвать одно единственное мнение. Одно мнение может быть в коранических, божественных или пророческих ахкамах. Например, но Аллах дозволил торговлю и запретил ростовщичество. Ростовщичество – это харам, и это одно единственное мнение. Но Аллах дозволил торговлю и запретил ростовщичество. И так далее. Тот, кто не знает вопросов разногласий, тот даже не ощутил запах фикха. Уважай мнение оппонента. Не прерывай с ним отношения. Не покидай своего брата только из-за того, что он противоречит с тобой в вопросах шариатских положений. Даже в сотне второстепенных вопросах. Я кладу руки на грудь после поясного поклона, а ты нет. Никаких проблем. Я первым делом кладу руки, когда иду в земной поклон, а ты колени. Нет проблем. Я буду держать палец ровно и не буду им двигать, а ты будешь шевелить пальцем во время ташахуда. Ничего страшного. Иногда я могу читать дуа кунут на фаджре. Я буду делать дуа за нашу умму во время бедствий, а иногда могу пропустить его. Нет ничего страшного. Это все относится к разнообразию разногласий, как называли эти вопросы ученые. Ибн аль-Каим сказал, кунут в утреннем намазе сунна. Оставление кунута тоже сунна. И мы должны воспитывать подобные способности у наших братьев и детей. Почему мы прерываем отношения? Перестаем общаться. Есть вопросы, в которых разногласия приемлемы. Второе. К адабам разногласий относится отсутствие плохого мнения об оппоненте. Непозволительно плохо думать о противнике. Я не согласен с тобой в каком-то вопросе. Не думай обо мне плохо.
Я издал фетву по какому-то вопросу, за что буду спрошен перед Аллахом, но не думай обо мне плохо. Ты говорил по какому-то вопросу, в котором я с тобой не согласен, и я не имею права плохо думать о тебе. О те, которые уверовали, избегайте многих предположений, ибо некоторые предположения являются грехом. У Бухари и Муслима приводится: избегайте предположений, воистину предположения – самые лживые речи. Не думай плохо о своем брате, не сквернословь о своем брате, не распространяй о нем сплетни, поедая его честь на собраниях. Имам Ахмад привел в своем муснаде хадис с достоверным иснадом от Абу Хурейры. В этом хадисе пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «В собрании тех, кто уверовал на языке и чья вера не вошла в сердце. Не сквернословьте о мусульманах и не следите за ними. Воистину Аллах будет следить за тем, кто будет следить за недостатками своего брата. Того же, за недостатками которого Аллах будет следить, он опозорит даже в его собственном доме. О Аллах, укрой нас и удали от позора. Он опозорит его даже в его собственном доме, то есть внутри его дома, где он живет. Не думай плохо о своем противнике». Третье, и это один из самых благородных адабов: отсутствие фанатической приверженности и слепого пристрастия ни к шейхам, ни к джамаатам. Это мой совет. Я надеюсь, что он будет воспринят в Алжире. Отсутствие фанатической приверженности и слепого пристрастия ни к людям, ни к джамаатам. Разрешите мне сказать, я по милости Аллаха путешествую по всей умме, или даже по миру. Разрешите мне сказать, сейчас много джамаатов, которые занимаются да'аватом. Они представляют собой опасную причину разногласий, разделения на группы, разделения и зарождения противоречий. Те, кто относит себя к какому-либо известному джамаату, начинают испытывать к нему и его шейхам слепую фанатичность и приверженность. Мало того, они связывают вопросы дружбы и непричастности со знаменами своих джамаатов. Кто твой шейх? Первый вопрос, который тебе задают. Что ты скажешь о таком-то? Шейх такой-то. Все. Если ты скажешь, что он нормальный, то тебе покажут красную карточку. Почему так? Вопрос дружбы и непричастности стал связан со знаменами и указателями джамаатов. Позвольте, я процитирую слова, которые... Нет, я не скажу, чтобы они были написаны золотыми чернилами. Клянусь Аллахом, они еще более ценны. Шейх Аль-Ислам ибн Таймия сказал: послушай, никому не дозволено назначать кого-либо во главе уммы, призывать к нему, поддерживать его и бороться на его стороне, помимо пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Только пророка, не Мухаммад Хасана и никого-либо другого. Если мое слово совпадает с истиной, то это очень хорошо, оно согласуется с ней. Если мое мнение не совпало с истиной, то отбросьте его в сторону, под ноги, у него не будет веса или ценности. Мы не поклоняемся людям. Али сказал: узнай истину, и ты узнаешь людей, которые на истине. Воистину, истина не познается по людям, это люди познаются по истине. Не вешай вопрос дружбы и непричастности на эти знамена, на эти указания, на этих конкретных людей. Приверженность должна быть только Аллаху и Его посланнику и верующим. Непричастность же к ширку и многобожникам. Затем шейх Аль-Ислам сказал в другом месте в своих благословенных фетвах, он говорит: кто фанатично защищает одного из имамов, оставляя остальных, то его положение подобно тому, как если бы он фанатично любил одного сподвижника, а не остальных, как рафидит, который слепо привержен только Али, или как хариджит, который порочит Усмана и Али. Это путь людей нововведений и собственных страстей. Будь справедливым, брат мой. Бойся Аллаха в своих словах. Не думай, что ты не будешь спрошен за свои слова. Нет, клянусь Господом Каабы, ты будешь спрошен за них перед Всевышним Аллахом. У Бухари и Муслима передается хадис от Абу Хурейры.
о том, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Воистину человек может произнести одно слово, не обратив на него внимания, которым будет доволен Аллах, и Аллах поднимет его на высокую степень в раю. И воистину человек может произнести слово, не обратив на него внимания, которое разгневает Аллаха, и упадет он из-за него в ад». Одно слово. Одним словом ты можешь достичь довольства Аллаха или упасть в ад. Слово, так подумать 1000 раз, прежде чем сказать что-то 1 раз. Особенно, если ты хочешь порицать ученых и достойных людей. Беспристрастность и справедливость. Клянусь Аллахом, умма не победит, если в ней не будет беспристрастных сердец. Когда? Умма, послушай внимательно. Когда Абу Бакр ас-Сиддик, да будет доволен им Аллах, снял Абу Убейда ибн Джарраха, да будет доволен им Аллах, с должности руководителя армии в Шаме и назначил вместо него Халида ибн Валида, да будет доволен им Аллах, правдивейший отправил послание к Абу Убейде. И что же он ему написал? После того, как он восхвалил Аллаха, он написал: «От раба Аллаха Абу Бакра ибн Аби Кухафы, хранителю уммы Абу Убейде ибн Джарраха. Ассаляму алейка». А затем: «Воистину я снял с тебя должность и назначил Халида ибн Валида управлять Шамом вместо тебя. Слушай его и повинуйся. Клянусь Аллахом, я назначил его управляющим только из-за того, что я считаю, что в военных делах у него есть проницательность, которой у тебя нет. Передо мной ты, Абу Убейда, лучше, чем он. Аллах хотел для нас и для тебя блага. Вассалям». Правдивейший отправляет приказ к Халиду, чтобы он отправился в Шам и принял на себя командование. И Халид ибн Валид пишет хранителю уммы Абу Убейде. Он сказал ему, после того, как воздал хвалу Аллаху, от Халида ибн Валида, его брату Абу Убейде ибн Джарраху: «Саляму Аллахи алейка». А затем: «Я получил послание халифа, посланника Аллаха, которым он приказал мне отправляться в земли Шама, чтобы управлять ими и принять на себя командование армией. Клянусь Аллахом, я не хотел этого и не просил. На той земле ты, Абу Убейда, будешь нашим господином и господином мусульман. Мы не сможем обойтись без того, чтобы не советоваться с тобой и спрашивать твое мнение. Аллах пожелал блага для нас и для тебя. Вассалям». Такими были сахабы, которых прекрасно воспитал пророк, да благословит его Аллах и приветствует. Я тут главный, закрой свой рот. Я тут буду говорить, а ты молчи. Это я несу знамя, а не ты. Что это? Что это такое? Не важно, кто говорит истину. Важно, чтобы истина была сказана. Не важно, кто поднимет знамя. Важно, чтобы знамя было поднято. Будь беспристрастен ради Аллаха. Не важно, будешь ли ты занимать центральное место здесь или где-нибудь там. Главное, чтобы ты был на дороге, на которой ты очистил свое намерение, ум и душу ради Аллаха. Дерево в раю будет рабу, держащему поводья своего коня на пути Аллаха. Его голова растрепалась, а ноги запылились. Если его назначили охранником, он будет в охране. Если он в арьергарде, то он будет в нем. Если он попросит разрешения войти, ему не разрешат. Если он будет ходатайствовать, его ходатайство не примут. То есть он не хочет барабанного боя или политической известности, не хочет и лжи и обмана. Он хочет только своего Всевышнего Господа. Он хочет работать ради Аллаха, беспристрастность и справедливость. Справедливость — это когда твой брат ошибается в твоем праве. То будь справедлив. Если не прав ты, то признай свою ошибку. Извинись перед своим братом. Не возносись. Не говори ничего плохого про своих братьев, которые работают с тобой на одной и той же дороге. Один человек пришел к Абу Дарде, да будет доволен им Аллах, и обругал его страшными ругательствами. Абу Дарда посмотрел на него и сказал: брат мой, не переходи границ в нашем поношении и оставь место для примирения. Воистину мы не сможем отплатить тому, кто ослушался Аллаха в нашем праве, чем-то большим, чем наше повиновение Аллаху в нем и в его праве. Брат мой, не переходи границ в нашем поношении и оставь место для примирения. Воистину мы не сможем отплатить тому, кто ослушался Аллаха в нашем праве,
чем-то большим, чем наше повиновение Аллаху в нем и в его праве. Таковы некоторые из адабов разногласий. Извините меня за растянутость лекций и за эту методологию. Я хотел просветить моих любимых братьев и сынов из числа алжирской молодежи. Я прошу Всевышнего Аллаха сохранить для этой благородной страны ее безопасность и спокойствие, благоденствие и стабильность. О Аллах, не лишай эту страну милости, безопасности и спокойствия. О Аллах, не выводи нас всех из этого места, кроме как с прощенными грехами, отблагодаренными усердием и сделкой, которая не окажется безуспешной. Я не забуду поблагодарить моих братьев, которые подготовили для меня проведение этой благословенной встречи, чтобы я ощутил счастье, видя эти светящиеся лица. Я прошу Аллаха, который собрал нас в этом мире, для повиновения Ему, чтобы Он собрал нас вместе и в ахирате, с Господином пророков, в Его раю и райской обители. Воистину Он может сделать это. Мир вам, милость Аллаха и Его благословение. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم